2 и... Так, с зарядки для настроения начинается большой субботник в Летском саду. Сегодня они поменяли рабочие кабинеты на метлы и грабли. За уборкой здесь депутаты Госдумы и Госсовета, а также волонтеры. Конечно, и дома работаем, и в сад выходим, и традиционно начнем свой сезон. Обычно это 1 мая начинается. Общими усилиями только за первые полчаса десятки мешков с мусором. Пока депутаты и волонтеры работают, мы тоже не прохлаждаемся. К примеру, сегодня мы их кормим блинами. Пожалуйста. Это очень большая объединяющая идея. Работать вместе на благо своей страны, на благо своих граждан. Где бы мы ни работали, мы должны думать о чистоте своего города. Поэтому хотелось бы, чтобы все граждане по мере возможности выходили, убирали, где они там живут. Десант народных избранников высадился и в Парке Победы. Вычистим, приведем порядок, чтобы на 9 мая для наших ветеранов, для наших гостей будет красивый, чистый наш Парк Победы. Наводить чистоту взялись и в лесопарке «Казанская Швейцария». Здесь развернулась целая спецоперация против борщевика. Он инвазивный, он вытесняет местные растения. То есть вот тут бы у нас могли бы расти разные тут цветочки наши местные. К делу чистоты подключились и районы. В Набережных Челнах на субботник вышли больше 27 тысяч горожан. Вооружившись перчатками, лопатами и хорошим настроением, они убрали мусор, прошлогоднюю листву и высадили деревья. Какое может быть настроение в такую погоду? Уже хочется работать и работать и работать только. Под музыку убирали свой город больше 200 альметьевцев. Особое внимание экстрим-парку и водохранилищу. До обеда вывезли 25 КАМАЗов мусора. Для поддержания духа и сил работала полевая кухня. Мы должны беречь свою природу, все-таки заботиться о ней, это наше будущее. В Буинске на всероссийский субботник вышли жители частных домов и трудовые коллективы. Их ряды пополнил и местный дом престарелых. Была очистка мусора, покраска деревьев. Также в Буинском муниципальном районе у нас есть прилегающие территории, несколько улиц. Еженедельно мы туда выезжаем. Дождь не помешал елабужанам провести генеральную уборку. За лопаты и грабли взялись трудовые коллективы. Рядовые жители очищали придомовую территорию. В порядок привели и городское кладбище. Видите, какой порядок наводим, душа будет радоваться. В Нурлате помочь горожанам в уборке города пришел сам Владимир Ильич Ленин. Он не только давал советы, но и лично нес бревно. Рамиль Галиуллин, Юлия Гоголева, Светлана Звонарева, Филюза Хамидуллина, Адель Миндубаев, Вадим Илларионов, Ильшат Мухаметов и Ирик Хабибуллин. ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.